Денис Шалавин не только талантливый профессионал в области кино и спорта, но и преданный активист, который прилагает все усилия для развития спорта в Туве. Он возлагает Федерацию ММА, тем самым делая здоровее тувинскую молодежь и мечтает возродить тувинский кинематограф. Его трудолюбие и неутомимость вдохновляют многих. Денис Шалавин – мой хороший друг, который в данный момент проходит через тяжелое жизненное испытание. Денис сейчас нуждается в нашей помощи и поддержке. Давайте объединим усилия, чтобы помочь ему в борьбе с опасным заболеванием. Помните, что каждый жест доброты и поддержки может стать решающим в исходной борьбе за жизнь. Вместе мы сила, способная преодолеть самые сложные испытания. Заболевание требует серьезного лечения, включая регулярное получение тромбоцитов. Денис сейчас находится в городе Санкт-Петербурге, где проходит курс химиотерапии, рассчитанный на 21 день. Изначальный диагноз острого лейкоза не подтвердился. Проведя обследование, врачи выяснили, что у меня миелодиспластический синдром. Это предлейкозное состояние. К сожалению, лечится гораздо сложнее и более долго. А самое печальное, что все-таки придется делать пересадку костного мозга. Через 2 недели будет результат моих анализов крови, чтобы можно было сравнить с базой доноров. Но так как у меня нет ни родных братьев, сестер, будет очень сложно подобрать. Поэтому любая помощь сейчас бы очень сильно помогла. Для борьбы с болезнью Денису необходима помощь доноров костного мозга. Любая группа крови может стать спасительной для него. Костный мозг играет важную роль в организме, отвечая за формирование новых клеток крови. Именно поэтому трансплантация костного мозга является эффективным методом лечения рака крови. Донорство костного мозга – это безопасная процедура. Донорами костного мозга могут стать люди совершеннолетние, с 18 лет, но также, если есть полностью совместимый донор, то с 14 лет разрешается быть донорами костного мозга, с 14 лет. Это практически безопасная процедура. Сам процесс, то есть это не какой-нибудь там оперативное вмешательство, никакую операцию не делается. Также берется кровь. До получения крови вводятся определенные препараты для того, чтобы в кровь нашу вышли стволовые клетки. После введения этих препаратов и введения периферическую кровь стволовых клеток забирается кровь, очищаются эти клетки, стволовые клетки, и вводятся в пациента. Чтобы помочь Денису, можно обратиться в Центр переливания крови, сообщить о своем желании помочь конкретному пациенту и стать донором тромбоцитов. Каждый может внести свой вклад и дать шанс на выздоровление. Надеемся на скорейшее выздоровление Дениса. Айдана Синденмат, Доржуса, телеканал ТУА-24.